Российский защитник, воспитанник клуба «Салават Юлаев», он принял участие в 55 матчах за Сан-Хосе Барракуда, набрал 34 очка, установил карьерные рекорды в ВХЛ во всех атакующих категориях. В конце января этот хоккеист дебютировал в НХЛ, а сегодня он наконец-то в нашей студии, это Шакир Мухаммадуллин. Шакир, здравствуйте. Мы на самом деле с трудом вас выловили, поймали и пригласили, потому что здесь у вас, я так понимаю, дома много дел, это не только семья, но нужно успеть отдохнуть, всех увидеть. Расскажите, что уже успели? Да, самое главное то, что вернулся домой, увиделся со всеми родственниками, друзьями, близкими. График такой довольно-таки плотный, вроде думал, отдыхать буду больше времени этому уделю, но изо дня в день появляются какие-то личные дела там, или нужно с кем-то увидеться, куда-то приглашают, постоянно мероприятия. Но в принципе это мне никак не мешает, даже с другой стороны эта голова по-другому работает, другое направление, да, и как-то отвлекаюсь немножко от хоккея в летнее время. В том числе и футболом. Я, насколько знаю, вы даже как-то так в любительский футбол поиграли на любительском уровне. Это такой активный отдых или в том числе нужно поддержать себя в форме? Ну, это и два в одном, я бы сказал. И голова в другую сторону, да, работает. Не только в плане хоккея, в плане футбола. Там все равно другие тактические движения какие-то. И также выносливость там развивается, потому что поиграл в футбол, да, на самом деле не такая-то и легкая игра. Потому что постоянно находишься в движении, да, также хожу на большой теннис, тоже когда есть время с кем-то собираемся, с ребятами играем, так ведем активный образ. А вы здесь учитесь, успели ли вы посетить свой вуз или нет? Да, у меня была защита диплома, уже магистратуру закончил я, то есть буквально была защита вот недели полторы назад. Что за тема и насколько это было непросто? Вообще были ли бессонные ночи или как-то вы в течение года, может быть, старались и понимали, что как будет? Да, у меня тема была хоккей, поэтому, в принципе, один-два раза прочитал диплом, а там уже задавали вопросы мне, там, никаких трудностей не было особо. Просто мы, насколько знаем, вы вообще в учебе всегда уделяли большое внимание, если не ошибаюсь, по-моему, тренер Борис Тимофеев, я могу ошибаться, даже дневники проверял и, наверное, заложил это, да, что нужно и спорту уделять внимание, и учебе. Как-то это с детства идет? Да, была проверка дневников, то есть если ты получал условно плохие оценки, это двойки, тройки, ты пока их не исправишь, тебя не допускали к тренировкам, поэтому все хотели заниматься, но если ты хочешь заниматься, ты должен хорошо учиться. И немного давайте вернемся к хоккею. Так, о сезоне за океаном, как вы его провели? У вас статистика 55 матчей и 34 очка. Для защитника, на самом деле, колоссально классная статистика. Это такой атакующего плана защитник. Расскажите об этом. Вы довольны тем, как вы его провели, или все-таки хочется еще больше? Это вообще предел или нет? Да, честно говоря, сезон оценивал не по набранным очкам, а по своему прогрессу. Да, в этом году чувствую то, что есть прогресс, есть улучшение в неких аспектах, которые нужно было мне добавить, которых я сам, может, даже как-то карал себя, кусал, думал, почему мне это не получается. И там нашли подход ко мне, и я доволен тем прогрессом, который произошел мне за этот сезон. А вообще вы довольны и остались ли вы, вы согласны с тем, что не пожалели, что уехали? Ведь я помню, многие специалисты, да, как раз говорили, что еще рано, молод, кто-то наоборот говорил, нет, уже пора, потому что может вот перерасти этот нужный возраст. Все-таки не пожалели, что уехали? Нет, ни в коем случае не пожалел. У каждого свое мнение, и также у меня есть свое мнение. Это было мое решение, принятое вместе там, с родственниками, с близкими. С тем же агентом обсуждалось все это, и я туда в первую очередь ехал развиваться как игрок, а не то, что там сразу в НХЛ. Да, было понимание, то, что нужно будет, скорее всего, пройти стадию АХЛ, и сейчас тоже этим летом буду возвращаться, тоже непонятно, где и как буду я играть, все зависит только от меня, поэтому самое главное было это развитие. Как вас приняли, как проходило общение и с тренером, и с одноклубниками? Да, приняли очень тепло. Еще после предыдущего сезона в Салават Юлаеве я поехал туда, сыграл 12 матчей. И в то время уже приняли тепло меня, то есть ребята постоянно как-то пытались помогать, подсказывать. Да, может, с языком были трудности, но опять же у нас здесь работал Томми Ламса, тренер, и у нас все собрания проходили на английском языке, и сразу следовал перевод. То есть уже с тех времен подучил английский, так скажем, хоккейный английский, наверное. И то есть понимание тренерского штаба было,
в принципе, понимал все, но были трудности с тем, когда хотел что-то сам сказать, потому что вроде понимать понимаешь, а когда нужно самому сказать, нужно вспоминать эти слова. А так, в принципе, через там, 3 месяца, может, уже разговаривал на английском и к концу сезона уже спокойно, то есть мог там, без помощников, без переводчиков сам ходить на собрания там, с тренерами, с генеральным менеджером. А было посвящение, какие-то новые традиции, которых здесь нет? Ну, Что-то вас удивило? таковые посвящения там, наверное, вечеринка новичков была, просто нам раздавали задания какие-то, и мы должны были их выполнять. Нас разбили там, на 3-4 команды, и каждая команда набирала очки свои. И, в принципе, так соревновались между собой. Ну, ничего такого там, сверхъестественного не было, просто для веселья. В конце января вы дебютировали в НХЛ, матч был. Расскажите о том, первая игра с Баффало, дебют, как это было перед тем, как вы вышли на лед, что говорил тренер, что сами себе внутри говорили, как-то, может быть, себя успокаивали или, наоборот, заводили? Да, больше пытался, наверное, успокаивать себя, потому что очень сильно нервничал. Там, ночью просыпался очень часто. Слава богу, то, что игра была дневная, в час дня, по-моему, она была. И до этого момента я просто по квартире ходил, там, не сидел на месте, просто ходил. А так, в принципе, когда уже приехал на арену, начал разминаться, уже все у меня, все то же самое в голове. Все ставим режим игра, грубо говоря, и готовимся непосредственно к игре, и не думаем, где мы играем, и что мы должны делать, просто выходишь и играешь. Первое очко, голевая передача в матче с Анахаймом, это уже было начало февраля, третий ваш матч, и вот вы все-таки смогли это сделать. Как это было, какие были ощущения в душе? Да, это было большинство у команды. Я вышел во второй спецбригаде, буквально зашли в зону, сразу мне дали передачу, я бросил, и там игрок наш добил. В принципе, какой-то сверхъестественной радости не было. Больше радость была то, что забили гол, и забили в большинстве, да, и рад то, что смог помочь команде забить. Шакир, вообще Сан-Хосе, конечно же, крупный город, по-моему, третий по величине в штате. Вообще расскажите, где вы там бываете, что вы делаете? Только ли вот стадион, дворец и квартира? Вы там квартиру снимаете, наверное, да? Да. Или что-то все-таки еще? Это, я не знаю, там какие-то есть парки, лес, сквер, клубы, что-то другое? Где вы бываете? Где нравится бывать? Да, в принципе, большая часть, наверное, арена и дом, да, но когда выходные дни бывают, там буквально 40 минут ехать до океана, то есть на океан можно съездить, погулять, там есть большие парки, там в тех же парках находятся теннисные корты, то есть можно в теннис поиграть. В принципе, так, если только выйти, прогуляться на свежий воздух, какие-то там клубы, не клубы, такого не посещал. Вообще жизнь в Америке, она дорогая, и в чем это выражается? Это продукты, аренда жилья, бензин. Вы вообще на машине передвигаетесь или нет? Да, на машине, ну, что касается бензина, бензин очень дорогой, и у нас в Калифорнии такой, я бы сказал, туристический штат, потому что летом там, ну, действительно очень красиво, и приезжает очень много туристов, и там знаменит так, активный отдых, как так, на машинах, то есть автодома и вот эти всякие моменты. И бензин зимой, допустим, у нас стоит, там цена идет не за литр, а за 1 галлон, это 3,7 литра, по-моему. Там 1 галлон зимой стоит где-то $4,5, а летом уже, когда сезон туристов, уже $6 он стоит. То есть около 200 рублей за литр получается. Ну, уже к таким реалиям, видимо, привыкли. Вообще удалось ли как-то, да, вот как к этому привыкли, удалось ли, может, научиться экономить, но не то, что экономить, а правильно распределять, грамотно распределять средства? Ну, первое время, когда приезжаешь, все равно переводишь все на рубли. Вот. Как только ты от этого уходишь, тебе все начинает казаться уже нормальным. Поэтому, если кто-то поедет в Америку, не нужно считать с рублями сразу, просто нужно жить по долларам. А с кем из Салавата вы находились на связи? Это может быть гендиректор, может быть главный тренер, кто-то из друзей. Вот с Данилом Алойкиным вы всегда общались, может быть, с кем-то еще? Да, со всеми понемножку общался, там, созванивались с ребятами, бывало то, что с кем-то созвонюсь, они в раздевалке находятся по видеосвязи, и вся команда, там, ну, может не вся команда, но то есть большая часть команды подходит тоже, мы там пару слов перекинемся, и в принципе общение было, да, связь держали, и следил за командой, и смотрел матчи и плей-офф, и сезона, когда получалось. Но связь также держали наверняка и с родителями. И вот у вас есть замечательная бабушка, дедушка, Дана Нейк. У вас, по-моему, если не ошибаюсь, с детства записывают все ваши результаты. Давайте мы зрителям расскажем о ней. У них там, по-моему, список, да, целый ваших матчей.
И как она сейчас следит, когда вы за океаном, и не так просто уже теперь посмотреть счет, то есть ей нужно там, наверное, в интернет выходить или ей подсказывают родители, как это происходит? Да, присылаются газеты, они как пенсионеры уже, и в газетах бывает расписание на весь сезон. Дедушка записывает постоянно счета все, где-то записывает, кто забил, кто отдал передачу там голевую. А сейчас же, когда я нахожусь в Америке уже, они непосредственно едут к маме и через телевизор смотрят повторы матчей в Америке, то есть тоже следят так понемножку, им интересно. Вы также выступали в матче звезд АХЛ, да, за Тихоокеанский дивизион, и немного расскажите об этом, и в целом, какие планы на следующий сезон? Да, на матч звезд вызвали, в принципе, очень, наверное, удивился и обрадовался, и к тому же матч звезд еще проходил для меня в домашнем городе, то есть у нас в Сан-Хосе он проходил. Единственное, у меня, конечно, там небольшая проблема была, я ехал с выезда обратно домой и попал в шторм, там шторм был в Калифорнии, и я опоздал на матч звезд. Я, то есть, буквально на лед вышел за 10 минут до конца мастер-шоу, в конце прям уже, оно уже длилось там 2 часа, наверное, 3 часа, все мероприятия. А так, в целом, получил удовольствие, я думаю, болельщики тоже были рады. Да, и, в принципе, это хорошо. А планы на следующий сезон, опять же, пробиваться в НХЛ. Сейчас уже начал готовиться, поэтому, в принципе, цель одна только, едем туда, в НХЛ. Шакир, вы наш уфимский вундеркинд, как вас окрестили наши хоккейные специалисты, аналитики, а потому мы, конечно же, вам желаем успехов в покорении Заокеанской лиги. Спасибо, что вы пришли к нам в студию, нашли время пообщаться. Я напомню, это была программа интервью. Всего доброго.